История, которую можно потрогать. Необычный интерактивный парк открылся в Казани в рамках проекта «Россия. Моя история». Он стартовал еще в 2013 году. Первая мультимедийная выставка была организована в Москве благодаря поддержке президента России Владимира Путина. Сейчас подобные интерактивные площадки работают уже в 17 городах страны. На одной из них побывали и школьники из Чувашии. Яркая запоминающаяся анимация, освещение и музыкальное сопровождение. Вместо привычных для музеев экспонатов здесь интерактивные стойки и сенсорные столы. Выбор экспозиции обширен. Эпоха Рюриковичей, династия Романовых, события первой половины 20 века и современный этап. Тут мало того, что объясняется история заново с курса 6 класса, так она еще и идет в хронологическом порядке со всеми документами. Это можно представить, можно увидеть, как происходили все сражения, можно увидеть, как выглядел, скажем, почерк 1600-х годов, как переписывались книги. Над созданием проекта работали не только ученые, но и художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Именно они перевели российскую историю из категории бумажного учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование. В отличие от традиционного музея, посетители здесь экспонаты могут трогать, нажимать и даже передвигать. Это возможно благодаря современным гаджетам. Меня заинтересовали книги, которые там лежали, интерактивные. Когда их открываешь, там начинает все само вырисовываться, и так каждая страница. Это, наверное, очень трудно было делать, но очень интересно и красиво. Всего в историческом парке представлено 42 тематических зала, общая площадь которых больше 5000 квадратных метров. Проект «Россия. Моя история» реализован Фондом гуманитарных проектов при поддержке администрации президента России. Анастасия Евгеньева, Вести Чувашия.